Здравствуйте, меня зовут Кожеберген Бигсултан. Мне 14 лет, учусь в 5 классе из города Курсары, Атравской области, Животского района. Посещаю кружок робототехники на станции юных техников. Номинация проект разработки, проект области разработки теплоэнергетики, электроэнергетики и альтернативной энергетики. Тема проекта биогаз-установка. Цель проекта: из отходов из сельского хозяйства и промышленности можно получить энергию. Биогаз-установка предназначена для небольших сельских хозяйств. Сама установка состоит из бункера загрузки, реактора, люк для выгрузки и гидрозатвор. Бункер загрузки. Цели для получения биогаза: экологические и природные отходы. Это навоз, птичий помет, кожуры, скорлупы, ягоды и овощи. Объем реактора от 1 до 10 метров куба. Состав биогаза: навоз до 15%, хранивший лист до 35%, вода до 60%. Из-за того, что реактор находится под землей, воздух туда не проникает. Если воздух не проникает, то в реакторе появляются бактерии, которые из навоза воды создают сам биогаз. Этот газ проходит через трубу и проникает в гидрозатвор, где он очищается. После очистки биогаза и углекислого газа получаем мы биометан. Это простой аналог природного газа. Состав биогаза: 87% метан, 12% углекислый газ, незначительные примеси сероводорода. Отходы, которые оставили в реакторе, выгружают через люк для выгрузки. Переверженная масса — это экологические, чистые, жидкие и твердые удобрения, биогумус. Эти удобрения мы используем для сельских хозяйств, чтобы снизить применение химических удобрений. Страны, которые используют биогазоустановки: в Индии, Вьетнаме и Непале создали малые биогазоустановки, но больше малых установок находится в Китае. Около 20 миллионов биогазоустановок производит около 7 миллиардов метана. В России накапливают навозы и отходы в год. С этих навозов и отходов они создают биогаз и удобрения, биогаз для автомобилей, удобрения для сельских хозяйств. США разводят около 9 миллионов коров. С их навоза они производят биогаз, который заправляет около 1 миллиона машин. Экологический аспект. Как появился метан? Как появился метан? Из-за того, что в улицах лежат отходы, навозы, на них светит солнце, при попадании света в отходы образуется метан. Этот метан поднимается в атмосферу. Метан — это опасный газ. Он в 20 раз опаснее, чем углекислый газ. Этот метан в атмосфере находится очень долго, около 12 лет. Недостаток проекта: при работе биогаз-установки биогаз может создать взрывоопасное. Биогаз — это взрывоопасное вещество. Так что при работе биогаз-установки помните о техбезопасности.
Спасибо, что смотрели это видео.